Глава республики Айсен Николаев посетил Алданский район. В приоритете визита руководителя региона было два основных вопроса. Это развитие золотодобывающей отрасли в Якутии и работа программы по переселению граждан из аварийного жилья. Все подробности у Руслана Павлова. То, что алданские золотодобывающие предприятия показывают хорошую динамику производства и ежегодно извлекают из недр все больше и больше золота, отметил глава республики Айсен Николаев. Однако задачи, которые сегодня ставит правительство перед металлургами, охватывают весь спектр производства от подготовки кадров до экологической составляющей. Февраль-март месяц – это, конечно, для золотодобывающих предприятий это период подготовки к промсезону. Сегодня нужно активно уже в эту фазу входить. И, соответственно, конечно, очень важно, чтобы все мероприятия были проведены, чтобы промсезон прошел успешно. Ну и, конечно же, вопросы экологии. Они имеют особое значение. Как раз об этом говорили на совещании о перспективах развития золотодобывающей отрасли Якутии. Впрочем, местные промышленники уже внедрили в производство все аспекты, которые сегодня диктуют рынок и законодательство. По Алданскому району по золотодобывающим компаниям в прошлом году было 7 серьезных проверок со стороны контролирующих органов. 5 крупных нарушений было выявлено. Работа идет. Другой вопрос, который рассмотрели в этот визит главы – переселение из аварийного жилья. Алданский район стоит вторым по количеству изношенного жилья после столицы республики. На новом витке реализации программы по переселению из более 60 миллиардов, предназначенных для республики, Алданский район получит чуть менее 15 миллиардов. В принципе, можно сделать предварительный вывод, что город и муниципальное образование в целом к переселению готовы к программе, к первому этапу переселения, скажем так. Поэтому, я думаю, и при определенном нормальном взаимодействии все вопросы будут решаться в рабочем порядке. До 1 апреля текущего года должна быть сформирована республиканская программа по переселению из аварийного жилья, поэтому Айсен Николаев настойчиво порекомендовал главам поселений принять местные программы в кратчайшие сроки. При таком масштабном расселении, особенности вот по городу Алдану, поселку Томмот, мы обязательно должны смотреть возможности комплексной застройки, чтобы огромное вот количество на самом деле жилья, которое будет построено, чтобы было построено не хаотично, не разбросано, а было построено современные, красивые, комфортабельные микрорайоны. Несмотря на плотный график работы, глава республики уделил несколько минут и поздравил с золотой свадьбой две семьи, которые отмечали в этот день 50-летие совместной жизни. Для юбиляров такое внимание со стороны руководства Якутии было неожиданным и запоминающимся. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.